Добрый вечер. У нас сегодня в гостях профессор Рыспек Нургазиев, член-корреспондент Академии наук Национальной академии, ректор Аграрного университета, вирусолог. Да? Да. Да, вирусолог. В одной из прошлых передач у нас прозвучало, это тоже иммунолог говорил, врач-биохимик Бакыт Сайпаев, что в Кыргызстане не обучают иммунологии, да? Нет такой общей какой-то дисциплины. Как обстоит дело с этим? Не обучают, да? Ни в одном университете не преподают? Нет, я как бы частично можно согласиться. В общем, начиная с первого курса, ну, допустим, мы специалистов ветеринарного направления, у нас же факультет ветеринарной медицины. Есть медицина, есть ветеринарная медицина. Потом название нашего университета Кыргызский национальный аграрный университет имени Скрябина. Мы все-таки сохранили свое историческое название. Нет, и что касается иммунологии, студенты, когда поступают, пусть это будет факультет ветеринарной медицины или медицины, они начинают с первого курса. Когда изучают они анатомию, они изучают именно иммунные органы, где расположены, какая у них функция. Потом физиология. Они проходят физиологию, там тоже студенты проходят иммунологию. Потом начинается у них, у медиков, я знаю, что у них есть кафедра микробиологии и иммунологии называется. Они там тоже изучают, когда они проходят микробиологию. Потом у нас, я не знаю, у нас есть отдельный курс вирусологии. У нас есть курс микробиологии, где мы готовим ветеринарных врачей на факультете ветеринарной медицины. Есть курс вирусологии, как отдельный предмет идет. И когда мы вирусологию проходим, там тоже изучаем иммунологию, то есть особенности вирусного иммунитета. У медиков есть эпидемиология, у нас есть эпизотология, но мы студентам даем два курса. Именно они на 4-м, на 5-м курсе проходят эпизотологию, там тоже есть отдельный курс иммунологии. Но я с ним как бы Бакыт Сайпаевичем согласен, хотя, конечно, я думаю, что пусть это будет ветеринарный врач, медицинский, биолог, все-таки, я думаю, нужен отдельный курс иммунологии, да. Как бы, такой. Да, это они получают как бы фундаментальные как бы знания, а потом в будущем все-таки это должна быть добавить туда курс иммунологии на 5-м курсе, чтобы закрепить то, что они получали, и это было бы для будущих биологов, для будущих ветеринаров, для будущих медиков, это было бы правильно. В каком состоянии сейчас иммунология в связи с этим коронавирусом? Ну, я хотел бы сказать иммунология, я хотел бы сказать о вирусологии. Все-таки, да, это когда мы рассматриваем инфекционные болезни, пусть это будет бактериальные инфекции, или грибковые, или вирусные, естественно, там работает иммунная система. Я буквально 2 недели тому назад вышла моя статья. Я тогда полностью расписал, как происходит именно формирование иммунитета. Особенно, что касается вирусов, здесь работает, естественно, мы всегда говорим, я думаю, даже те люди, которые никогда не прикасались даже биологической наукой. Все знают, что есть естественные барьеры, они всегда знают, что есть физиологическая защита, есть неспецифический иммунитет. Но когда это естественные барьеры, это есть как раз естественные резистентности, а потом наступает, когда если попадает в организм, будем говорить о вирусах, начинает уже иммунная система работать. В основном здесь работают лимфоциты. Это В-лимфоциты, это гуморальные факторы иммунитета, где вырабатывает против вирусов антитела, когда не то что вирусы, когда чужеродная информация попадает, чужеродный белок, организм начинает реагировать, если это будет это микробы, там, это или бактерии, или вирусы, или рикетс, или хламидия, естественно, организм отвечает выработкой антител. А отличие вирусов – это вирусы строго внутриклеточные микроорганизмы. Они размножаются только внутри клеток, поэтому здесь уже
основную роль играет даже Т-лимфоциты, то есть это клеточный фактор иммунитета. И поэтому то, что вы вначале задали вопрос для студентов, когда уже будущие биологи, будущие ветеринары и будущие медики, когда уже на 5-м курсе, я думаю, вот этот процесс им надо давать отдельно. Поэтому я, Бакыт Сайбаевич, в этом отношении я согласен. Теперь, что касается теперь коронавирусов. Этот вирус все-таки, конечно, там измененный геном, все-таки это не новый вирус. В 2003 году, мы прекрасно понимаем, была атипичная пневмония. САРС, вот это, САРС, да? или как бы русское название ТОРС. Это тяжелый острый респираторный синдром. Тогда заболела, я могу сказать, чтобы была официальная статистика, по данным Всемирной организации здравоохранения, за время эпидемии в 30 странах, тогда тоже было, не только было это в Китае, в 30 странах мира было зарегистрировано 8433 случаев. Из них почти 90 человек было умерших, это фашистское составляет больше 10%. Это все-таки большой показатель. И в 2003 году Всемирная организация здравоохранения официально объявили, что об окончании эпидемии атипичной пневмонии. Потом 2012 год. Это МЕРС. Это была вспышка коронавирусной инфекции именно в Саудовской Аравии. И потом было зарегистрировано в 23 странах. И в 2005 году была вторичная вспышка МЕРС, это в Южной Корее. И тогда зарегистрированных в мире было 2494 случая, умерло 919. Это фактически 40%, это очень большой процент. Теперь в 2019 году это COVID-19. Все-таки многие люди задают вопрос, все-таки есть связи этих вирусов. Естественно, они все коронавирусы. Коронавирус имеет 40 различных вирусов, которые поражают и человека, и животных, и птиц, и так далее, кошек. Очень много разновидностей коронавирусов. Вот этот вирус, который появился в 2019 году, это 80% геном этого вируса совпадает с геномом вируса атипичной пневмонии. Это говорит о том, что это все-таки измененный вирус. Есть различные версии, откуда этот вирус появился. Есть разные версии, что это может быть синтетически полученный вирус, или это естественная инфекция. Но все-таки ученые, очень крупные вирусологические центры в мире, они все-таки расшифровали геном этого вируса. Все-таки они считают, что это все-таки естественный вирус. Вообще, эпидемиология, давайте будем говорить тогда, что касается людей, когда у животных как бы по-другому это называется эпизотия, эпизотический процесс, а у медиков это эпидемиология. В эпидемиологии есть такой термин зооантропонозной инфекции. Это зооантропонозная, это когда вирус, или это будет, допустим, бактерии или другие болезнетворные инфекционные агенты, когда они передаются от животных к человеку. Понимаете, когда просто идет, когда эпидемиологическая ситуация, тогда есть, допустим, источник, есть больной человек, от человека потом передается здоровым людям, идет вот такое распространение инфекций. А когда зооантропонозная инфекция, немножко тогда схема меняется. Это получается больные животные, сначала вирус, потом это попадает в организм, это восприимчивых животных, оттуда попадает к человеку, и потом от человека передается человеку. Когда была атипичная пневмония, когда была птичий грипп, все боялись, что
как обычный грипп, этот вирус от человека быстро будет передавать, этот вирус мутироваться. Но, я думаю, к счастью, будем говорить, человечеству тогда все-таки удалось тогда ликвидировать вот этот цепь, и вирус дальше как бы не стал передаваться. Здесь по-другому получилось. Тогда мы говорим о типичной пневмонии ТОРС или SARS или MERS, тогда все-таки была летальность, то есть это количество умерших людей было очень большой процент был. Допустим, 10 и 40, вы сказали, 10 да? и 40% примерно, если даже посчитать. А здесь но где-то они в районе вот, 4. в отличие от этих, вот то, что сейчас проходит пандемия вообще во всем мире, когда вирус распространяется, вот такое, допустим, широкое распространение, не только вирусов или вообще бактерий, когда инфекция распространяется, называется пандемия. Тогда эти вирусы и в втором, и третьем году, и 2012 году они были вирулентными. Вирулентные – это когда, то есть они были очень сильные вирусы. Заражаемость это была очень высокая, но они были не контагиозные. То есть они, у них скорость распространения была как бы не очень было высокое распространение, да. А именно, что касается именно данного коронавируса, они очень контагиозная инфекция. Вот мы видим, потому что происходит, ну, что было в Италии, в Испании, во Франции, в Америке, это называется высококонтагиозное, когда вирус быстро распространяется, это называется это очень высококонтагиозная инфекция. И вот отличие этого COVID-19, они как бы вирулентности относительно атипичной пневмонии и МЕРС, это относительно вирулентности немножко слабая, но зато это очень контагиозная инфекция. Вот они вот с этим и отличаются. Из-за того, что он может долго жить вне клетки или как? Нет, это быстро передается воздушно-капельным путем. Когда инфекция быстро передается, допустим, когда любая инфекция быстро передается, называется это высококонтагиозной инфекцией. Ну вот, например, SARS, почему он не так быстро передавался? Это, значит, очень много факторов есть здесь. Во-первых, это что касается устойчивости вирусов, относительно уже ученые во всем мире думают, все-таки, что касается устойчивости, они в основном одинаковые. Есть небольшое только отличие. Вот, допустим, если брать, допустим... В отношении чего? В отношении устойчивости вируса, они разные есть, допустим, во внешней среде, вот дезинфицирующие растворы, как действуют на этих вирусов, температурный режим, как воздействует на этот вирус, это все это факторы устойчивости вирусов. Допустим, 60 градусов моментально уничтожает, но мы не можем, допустим, все подогревать до 60 градусов, поэтому тот же этиловый спирт, хлороформ, формалин, они фактически убивают вирус моментально. Поэтому то, что проводится, всегда говорят, мойте руки, обрабатывайте. Поэтому если даже где-то, допустим, человек прошел, допустим, да, контактный, держался за эту ручку, но потом вы, допустим, а потом все-таки вы пришли, руки помыли, почистили, уже опасности нет. Потому что они передаются через воздушно-капельным путем, передаются алиментарным путем. И вот этот вирус, все-таки я хочу сказать, что все эти три вируса во внешней среде, они держатся одинаково. Это все-таки контагиозно связано, я думаю, этого именно вот последний вирус, они, когда ученые расшифровали, все-таки 97-98% совпадает вирусом, выделенных из летучих мышей. Есть разные варианты, допустим, как может вирус быстро так распространяться, адаптироваться в организме человека, а потом передаваться от человека к человеку. Здесь очень много факторов. Есть в вирусологии есть такой термин, называется множественная реактивация называется. То есть одновременно вирус несколько вирусов может попасть в организм человека. Это очень внутриклеточный микроорганизм, и когда в клетке они размножаются, происходит обмен генетическим материалом. Между вирусами? Между вирусами, да. И поэтому
очень умные ученые этот фактор используют для получения очень хороших вакцин даже. Потому что вирулентный вирус может, допустим, выйти из организма авирулентным вирусом, то есть уже не будет опасным для человека. Вот, допустим, когда была тоже большая пандемия гонконгского вируса в 1959 году, и вне организма, это уже в пробирках, ученые выделили именно авирулентный штамм. А когда идет вирус гриппа, здесь такая система, что у них есть на внешней оболочке есть два белка. Когда мы всегда говорим N1, H1, H1, N1, допустим, H1, N5 и так далее, H7, допустим, N9, вот такие формулы, потому что есть два белка. Это белок гемоглютинин и нераминидаза. И вот по этим белкам вирус гриппа вот отдают вот такое название. Вот они, когда выделили этот вирус, именно выделили тот участок, где в организме индуцирует образование антител. То есть вот этот белок они вырезают, значит, сшивают другой вирус, который, значит, не вызывает у людей большой, значит, эпидемии, размножает и использует как, как рекомбинантную вакцину. Что касается, вот, допустим, ученые, вирусологи говорят во всем мире, как, допустим, могло. Обычно многие вирусы, когда попадают в организм человека, даже когда от животных, да, от человека к человеку многие вирусы не передаются. Многие люди не понимают, если, допустим, в одном помещении есть, допустим, больные животные, будем говорить, да, люди, но они же дышат воздухом, правильно? Если воздушно-капельный вирус, этот вирус попадает в организм человека, но дальше не происходит репродукции, то есть размножения этих вирусов. Но, к сожалению, что касается COVID-19, этот вирус попал в организм человека, и быстро начал уже передаваться от человека к человеку. Есть разные варианты. Когда то, что я сказал, что касается вакцины против гриппа, также, видимо, когда есть обычные острые респираторные вирусные инфекции, это мировая статистика, там 10% это коронавирусы. Именно из всех вирусов, из всех вирусов, да, допустим, там есть риновирусы, там есть респираторно-синцитиальная инфекция, там грипп, там парагрипп, это все РНК-содержащие вирусы, и в том числе коронавирусы и аденовирусы. То есть это очень множество вирусов, которые вызывают именно острые респираторные вирусные инфекции. Это именно, если, допустим, брать в процентном соотношении, там 10% всегда были коронавирусы. Скорее всего, вот ученые сейчас думают, наверное, у человека больного коронавирусом мог попасть вот этот, значит, вирус летучих мышей, и в клетке, наверное, произошло какой-то обмен генетической информацией. То есть уже то, что от человека быстро передается, вот этот рецептор, наверное, передался и начал уже передаваться от человека к человеку. Почему, допустим, многие вирусы, есть, допустим, сотни тысяч вирусов, люди всегда защищены? Потому что у нас клетка, вообще каждого человека, они настолько защищают вообще не только себе и вообще нас, людей, они туда чужеродных белков не пропускают. Если даже чужеродные, допустим, даже другие микробы или вирусы попадают, они вовнутрь клеток не могут попасть, потому что рецепторы должны совпадать. У этого вируса, почему называется коронавирус, уже, я думаю, не буду похоже на корону, да, подробно рассказывать, уже все об этом знаете. Там, если вирус вообще делится на простые и сложные вирусы, это первое, ну, как бы такое вообще простое деление. Потом второе сложное, второе РНК, ДНК содержащие вирусы. У простых вирусов нет белковой оболочки. А сложных вирусов, кроме своей оболочки, имеется липопротеидная оболочка. И у коронавирусов, кроме липопротеидной оболочки, уже имеется вот эти, значит, шаровидные короны. И когда они подходят к клетке,
уже у них нет специальных рецепторов, чтобы они прикрепились на клеточной мембране. И именно вот этот короны, они специально выделяют эти ферменты, которые, как бы, будем говорить, уже провоцируют клетку, чтобы мембране вот эти рецепторы захватили вот этот вирус. Обычно Прикрепляется, да? Прикрепляется. Обычно, когда белок попадает, это, допустим, то, что клетка тоже питается же, они уже распознают своих этих белков, они уже прикрепляют, а потом вовнутрь в цитоплазму попадает вот это белковое вещество. Вирус также, именно коронавирус, вот этот корона служит именно, они прикрепляются к мембране вот клеток, а потом попадает в цитоплазму, потом начинает уже клетка размножаться. Скорее всего, всегда это было, когда идет острая респираторная вирусная инфекция, в основном протекает как смешанная инфекция. Когда мы говорим моноинфекция, особенно, допустим, что касается, вот в садик приходят дети, да, начинает уже болеть, допустим. Дома, допустим, не болели, садик приходит, дети начинают болеть, потому что в каждой семье есть как бы своя микрофлора. Кто-то, допустим, гриппом заболел, потом ребенок болеет. Кто-то, допустим, коронавирусом, обычным человеком заболел, ребенок болеет. Аденовирусная инфекция. Садик приходит, это идет уже, вот это идет передача вот этих вирусов друг друга, и дети начинают болеть. А потом смотрите, да, или даже в первый класс пошли, дети начинают болеть, допустим, в школе 40 учеников, уже во втором, третьем вообще уже они когда начинают уже привыкать, они уже не болеют, потому что уже у них есть такой иммунный фон, у кого что было, они получили, в организме обменялись, и в организме уже выработался такой иммунитет. И поэтому вот когда говорят, что коронавирусная инфекция, сейчас они выяснили, что есть тоже были смешанные формы были. Были коронно-аденовирусы, корона и вирус гриппа и так далее. То есть же все-таки даже в китайские ученые обнаружили, что 25% людей, переболевших, были смешанные инфекции. Это был грипп и коронавирусная инфекция. И поэтому многие вопросы задают. Защищаете ли людей, вакцинированных против гриппа? Фактически, можно сказать, в какой-то степени да. В каком плане? Если идет смешанная инфекция, допустим, коронавирусная инфекция и вирус гриппа, попадает два вируса в организм человека. Если человек получил вакцину против гриппа, естественно, в организме есть уже иммунитет. Значит, клетка или организм не будет бороться против гриппа, потому что уже там уже давно уже готовые антитела в организме были. А организм начинает бороться только против коронавируса, и поэтому идет такой в легкой форме. Организм, то есть, не борется против двух вирусов, а организм борется только против коронавирусов, и инфекция протекает более-менее такой легкой форме. И большинство случаев сейчас, поэтому говорят, вакцинированные люди как бы процентно легче переносят, потому что все-таки у них есть в организме была антитела против вируса гриппа, и поэтому, когда в организм попадает два вируса, естественно, они переболевают в легкой форме. И помните, даже в советское время всегда мы говорили, раньше, допустим, вот, допустим, грипп идет в Москве, Московской области, там, и через 3 дня, может быть, через 4 дня, может быть, через неделю этот грипп будет циркулировать в Кыргызстане. Помните, было? Да. Всегда такое было. Всегда они как бы изучали, как идет распространение, но в мире идет глобализация. Вот, допустим, мы же видим, да, как занесен в Кыргызскую республику вирус. У нас через Саудовскую Аравию получилось. Через Саудовскую Аравию, там, через Пакистан, через Индию так получилось. Это старая теория, допустим. Больной человек, допустим, гриппом, если сегодня в Москве 10 человек прилетели в Бишкек или с Нью-Йорка прилетели, через 24 часа, который был вирус, допустим, в Америке, уже будет циркулировать в Кыргызстане. Поэтому как бы по-другому надо учитывать все это. Единственное, что многие думают, почему, допустим, 14 дней. Карантин. Почему вот эта самоизоляция?
Что касается в нашей республике, мы же отслеживаем, уже люди, вот мы обучаем студентов дистанционно. Вообще мы до этого тоже обучали дистанционно. У нас это как бы отработанная схема, для нас как бы особых проблем не было, но, естественно, надо было уже немножко наладить для очников вот это дистанционное обучение. Я всегда студентам говорю, вот в мире, если... Ну, будем говорить, давайте о вирусах, да. Знаменитый профессор, допустим, Кембриджского университета, потом что в Кембридже готовят и ветеринаров, и медиков, они параллельно готовят. Королевская ветеринарная академия в Англии, Королевская ветеринарная академия готовит ветеринаров и там же готовит медиков. Я говорю, если вы хорошо знаете английский, вот, пожалуйста, хорошую лекцию по вирусологии хотите, допустим, дистанционно. В интернете, пожалуйста, все в открытом доступе, спокойно можете зайти и послушать эту лекцию. И поэтому, особенно для нас, вот мы же готовим специалистов прикладного характера, теория должна быть максимум 30-40%, 60% практика. Теперь, что касается... У нас уже время, кажется, около 5 минут осталось. Теперь, что касается изоляции, да, вот то, что карантинные мероприятия, мы же видим во всем мире, как это делается, да. Я думаю, это почему 14 дней? Инкубационный период. 4 дня, говорят. 3-4 дня. От 2 максимум, от 2 до 10 дней. В среднем берут где-то 5,5 дней берут, в среднем. Но есть это примерно, допустим, от 2 до 10 дней, допустим, это 8%, да, так протекает. Где-то 10-15% через 14 дней проявляется, где-то, ну, 1, может быть, 2% через, допустим, 20 дней. Поэтому запасом, чтобы, если больной человек, даже, видите, опасности вообще острых респираторных болезней, это именно вирусоносительство. Это скрытое течение инфекции. Человек сам не болеет, но заражает. Нет клинических признаков. Длительное время, допустим, в течение 14 дней, этот человек, больной человек, хотя клинически у него нет и никаких симптомов, этот человек может выделять вирус, и он может окружающих заражать. Поэтому самоизоляция. И что касается, допустим, нашей республики, я считаю, что они правильно были организованы, вот эти санитарно-карантинные мероприятия. Единственное, люди должны понимать, если даже ты не болеешь, может быть, ты носитель, у тебя нет симптомов, но ты можешь быть для окружающих очень опасным объектом. Поэтому нужна самоизоляция, именно соблюдать 14 дней. Я еще раз говорю, примерно 95% в течение 14 дней уже проявляются клинические признаки. То же самое при гриппе тоже. И поэтому надо соблюдать вот этот именно инкубационный период, и чтобы вирус. А потом 80% мы знаем, что вирусы все-таки в легкой форме протекают. Из них, может быть, 40% бессимптомно протекает. Поэтому самоизоляция и вот это 14 дней мы должны сохранить, если мы хотим добиться хороших результатов. А вот некоторые говорят, молодой организм молодого человека может... у него уже иммунитет есть, у него симптомов нет больных, а когда он общается со своими дедушкой, бабушкой, он может их заразить, получается опасно общаться со своими детьми и внуками. Да, потому что здесь есть несколько факторов. Значит, когда вот вирус попадает, именно коронавирус, когда попадает на клеточной мембране, есть белок специальный, который через эти белки попадает в организм питательные вещества. Вот этот вирус прикрепляется именно к этим белкам. Это первый фактор. Почему? Ну, все-таки сейчас уже процент молодых тоже как бы повышается. Особенно у, допустим, маленьких детей. Этот белок фактически отсутствует или слабый, поэтому вирус не может прикрепиться. Один из факторов. Если даже прикрепился, малое количество вируса попадает в клетку. Это первый фактор. Второй фактор. Есть такой орган тимус, где именно идет дифференцировка лимфоцитов в Т-клетке. То есть это клеточный иммунитет работает. Тимус, даже у новорожденного ребенка, новорожденных детей тоже тимус очень хороший. Они защищают. Допустим, за 70 лет тимус фактически атрофируется. И плюс вот этот белок, который я сказал, у взрослых людей более толстый, и вирус быстрее прикрепляется.
туда. И поэтому они как бы быстрее заражаются. Поэтому, когда идет все-таки вот этот вирусоносительство, когда это скрытые течения, поэтому дети должны пока отдельно, если даже вместе, они должны ни с кем не общаться, только дома, допустим, родители, там бабушка, дедушка, тогда, я думаю, что из этой ситуации мы быстро выйдем. Спасибо большое. У нас уже время вышло. Может быть, мы сделаем еще одну передачу по поводу выработки вакцин. Да. Как Кыргызстан может в этом участвовать? Да. Например, несколько лет назад канадское правительство хотело построить биолабораторию, но Кыргызстан отказался, да? А на эту тему, если вы не против? Да, не против. Тогда мы сейчас закончим и еще одну передачу сделаем про вакцинирование и вакцины, да? Да. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Рысбек Нургазиев, ректор Национального аграрного университета, да. Университета, член-корреспондент Национальной академии наук, профессор. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.